А с лампочкой у меня не все так просто. Не просто лампочку сюда вставить надо. Вот я снял справа поворотника. То есть тут целый разъем надо менять. Он отломался. То есть по сравнению с этим разъемом. Вот он, целиковый разъем. То есть сюда лампочка вставляется. Здесь она держаться уже не будет. Все я нашел на этом авторазборе. И крышку нашел, и патрон вместе с лампочкой. 1500 рублей мне это стало. Ну ладно, что ж. Сейчас буду думать, как снять разъем, потому что там что-то отщелкнуть, наверное, надо. Вот крышка встала как родная. Ну это она и есть. Все похуже. Тут я попал на фару, вон осколки. Поворотники оба моргают. Но здесь лампочку надо чем-то закреплять. Я ее не смог туда всунуть. Что-то колхозить придется, в общем. Как-то я ее примотал скотчем там изнутри. Но думаю, что надо посадить на суперклей, потому что по своему месту она не становится. Скорее всего, фара деформирована. То есть на фару, скорее всего, мне надо придется менять. Я сделал вывод, что сегодня меня обслуживать в плане замены жидкости никто не собирается. Деньги здесь улетают со стремительной, конечно, скоростью. Вот это купил. Ну, молоко, конечно, оно такое насыщенное. И 391 рубль. Вот в этом магазине купил Якуэ. Не знаю, что это по-якутски значит, но, наверное, дорого. Так, вот. Якуэ, гостиница тоже. Может быть, номер есть на сегодня. Я думаю, что все-таки номерочек сниму. Сегодня везде здесь выходной, даже в кафе. В общем, я поразмыслил. В Якутске я сегодня оставаться не буду, потому что где-то там в пригороде Якутска самый дешевый номер это 4000 за ночь. Это мне просто помыться и переночевать. Поддушивает меня холодное существо, честно говоря. Так что сейчас я посмотрю центр, куплю, что мне надо, и поеду уже на паром в Нижний Пестях. Там осмотрюсь, какие-то автосервисы есть. Может быть, переночую, а может быть, поеду дальше и буду менять антифриз сам непосредственно в пути. Ну, конечно, это я пока еще размышляю. Может быть, найду автосервис, конечно, завтра. В общем, все зависит от того, есть ли в Нижнем Пестяхе сейчас в хостеле какое-нибудь местечко для меня. В интернете, по крайней мере, я не нашел пока свободных мест.
Центральная площадь города. Ну, наверное, называется площадь Ленина. Якутяне гуляют. А вот и сам. Я сейчас решил съездить в музей вечной мерзлоты. Заходишь в какую-то такую. Осторожно, дверь тяжелая, придерживайте. О! Вот оно, царство вечной мерзлоты. Ледяные скульптуры всякие. Надо там выглядите какие лучше. Музей был открыт в 2005 году. В советское время на этом месте были продуктовые склады с постоянной минусовой температурой. Музей представляет собой ряд разветвленных пещер внутри горы, на которые я потом поднимусь.
Где-то -4, как сказал сотрудник музея. Потрясающе. С душой все сделано. Здравствуйте. 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 Спросить. Так, я туда уже ходил. Я начал уже блуждать. Вот на эту сумку я сейчас полезу. Она находится вот под ней, как раз внутри нее находится музей вечной мерзлоты. Поднялся по этой лестнице. Сейчас. Нужно еще туда подняться. Вам не помочь? Все нормально? Вот канат тут для особо немощных. Хотя нелегко это без тренировки-то. Немного ноги забились. Но я все равно упрямо иду. Ну, не альпинист я. То есть он непосредственно на Ленина-то и не стоит. Он стоит на протоке, на какой-то там. Городская называется, по-моему. Растительность здесь. Сосны. Черничник, по-моему, да? А, нет, брусничник. Брусника он созревает. Грибы какие-то. Шиповник. В общем, почти что рай. Только через 2 месяца здесь будет дубак. Несусветный. А, вот они, эти грибы. Уже пополам треснувшие. Вот это уже верхняя точка. Выше уже не поднимешься. А тут вид вообще потрясающий. На Якутск. Там даже Лену видно. Вон там вдалеке она.
А это Старица, скорее всего. Или одна из проток бывших. А Лена там вон вдалеке. Великая дальневосточная река. Восточно-сибирская. Туда дальше пошли гулять. Там какой-то памятный знак, что ли. Пойду туда схожу тоже. Там пикники выстраивают. Я тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Зеленое море тайги. Здесь при начале, при конце подъема тут как места отдыха сделаны. Но на них отдыхать это вот вообще только в крайнем случае можно просто присесть. Потому что лежать на них невозможно, они кривые. Они наклонены вот в ту сторону. А я еду на паром. Приехал я сейчас на паром. На какой паром грузиться, знает. Вот 3 колена. Паромы стоят в ряд. Наверное, куда едут вот люди. То есть я не сюда заехал, я так понял. Куда-то туда надо ехать. Ладно, поеду туда. Очень плотно. Все очень плотно.